Здравствуйте, я журналист Олег Желнин. Я поздравляю вас с Днем космонавтики. Первый полет в космос Юрия Гагарина – это подвиг нашего народа. Наша страна открыла космос всему миру. А наша передача посвящена благодарности Родины защитникам Отечества, законодательной инициативе, направленном на реабилитацию участников специальной военной операции и членов их семей. С учетом норм Конституции Российской Федерации в силу статьи 72 и по предметам совместного ведения Республика Саха-Якутия имеет право разработать свой акт, нормативный правовой акт в виде закона, который бы урегулировал все механизмы, общественные отношения и создал бы, самое главное, систему реабилитации. Потому что мы где-то видим, как я уже сказала, отдельные элементы, а необходим закон, который бы это все упорядочил. Острота проблемы подтверждается реальными примерами. Общероссийский народный фронт в Якутии рассказывал о многодетной семье участника специальной военной операции, проживающей в аварийном жилье. Народный фронт выехал повторно на адрес Маяковского 87/1. На прошлой неделе мы встречались с представителями управы Цесарского округа, а также с ДЖО. В этот раз мы обращаемся в прокуратуру для защиты прав жителей дома. Каждый житель страны имеет право на комфортные, а главное безопасные условия проживания. Несмотря на последующие визиты и обещания, ощутимых результатов не было. Однако аппарат и общественные помощники уполномоченного по правам человека в Якутии пришли на помощь. Наш общественный помощник уполномоченного по правам человека Басыгысов Геннадий Степанович подготовил очень грамотные документы в судебной инстанции. И на сегодня семья имеет на руках решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении именно трехкомнатной квартиры. По правам человека предложила подать в суд. Они предоставили мне адвоката. Но суть поведения администрации города какая была? Получается, вы подали в суд, выиграли, правильно я понимаю? Угу. А они потом взяли апелляцию. Да. Но они не хотят выдавать мне трехкомнатную квартиру, они хотят квадраты до квадрата мне предоставить только. Но так как Верховный суд им отказал, выдали постановление. В законную силу он вступил 31 марта. Хотим квартиру! Теперь, я думаю, количество исполнительных листов в адрес окружной администрации города Якутска значительно возрастет. В сентябре этого года состоятся выборы главы городского округа город Якутск. Однако я считаю, что выборы надо провести летом. В связи с этим я, как житель города Якутска, полностью поддерживаю предложение депутата Якутской городской думы Владимира Ю. У нас есть новый федеральный закон 33, который регулирует местное самоуправление в России, по которому четко говорится, что глава находится при своих полномочиях в течение 5 лет. Этот срок истек. Полномочия у главы города Якутска Григория Евгения Николаевича истекли, можно считать, 2 апреля. Окружная администрация уже как неделю нам разъясняет о том, что глава городского округа город Якутск продолжает свои полномочия в свете определенных федеральных законов. Удалось договориться с депутатом Якутской городской думы Владимиром Ю и взять у него комментарий. Хотел бы остановиться на том моменте, что указ об начале проведения отбора кандидатов на должность главы города Якутска начинается только за 60 дней до истечения срока полномочий главы. Раз федеральный закон 67 у нас разрешил оставаться в должности до сентября, оттуда мы снимаем 60 дней, это получается август-июль, да? Середина июля только начнется процесс. Чтобы этот вопрос не затягивался, чтобы за эти 60 дней мы в рамки не входили, главе города Якутска сейчас надо уйти в отставку, чтобы процесс сейчас уже начался, не дожидаясь до окончания сроков полномочий в сентябре. То есть, если он сейчас уйдет? Если он сейчас уйдет в отставку, то процедура отбора начинается немедленно практически.
То есть мы не будем дожидаться сентября. Мы уже через примерно 60 дней уже будем иметь свою новую главу. Подготовка к отопительному сезону, она очень трудоемкая и кропотливая. Если мы будем заниматься хайпом и политиком, что-то там ждать сентября, я боюсь, что мы к зиме не успеем подготовиться. Я вам предлагаю уйти добровольно в отставку, чтобы начался процесс конкурса отбора кандидатов на пост главы. И данный товарищ уже немедленно приступил к подготовке к отопительному сезону. Ну и в целом по городскому хозяйству очень много есть вопросов. Еще раз повторяю, Евгений Николаевич, вы добровольно уйдите. И если вы будете достойным кандидатом, то мы вас изберем. Предполагаю, что досрочные выборы позволят ускорить исполнение судебных решений, поскольку новому главе городского округа город Якутск придется заняться их выполнением. Инициатива о законе Якутии о реабилитации участников специальной военной операции и их семей является необходимой. Это лишний раз доказала наша поездка, связанная с исполнением протокольных поручений по оказанию помощи матери воинам участников СВО. И все это происходило в селе Амга Амгинского улуса. Очень рады за Анну Григорьевну, замечательную маму, участника специальной военной операции, которая практически 10 лет ежегодно замерзала и жила в тяжелейших условиях. Увидели ее футболки, потому что у нее есть дополнительная система, значит, обеспечения теплом. И договорились на уровне главы Амгинского улуса района о том, что уже исходя из выполнения краткосрочных задач по обеспечению незамедлительным теплом, сейчас мы выходим уже на такую долгосрочную, выполнение уже долгосрочной задачи. У нее будет технически такая отдельная система, которая, в отличие от других квартир, будет обеспечена полностью тепло. В течение зимы, январь-февраль, я много раз выходила на прокуратуру Амгинского района. Со стороны прокуратуры в адрес Алмажау и в адрес администрации наследия были внесены несколько актов прокурорского реагирования, вплоть до административных правонарушений. И со стороны ГУП-ЖКХ категорически отказывались. Почему? Потому что нам какие-то технические присоединения неправильно были подключены и так далее. Но, соответственно, после переговоров, также после актов прокурорского реагирования, данный вопрос был решен. Ну, июнь месяц. Июнь месяц. Да, в действительности были выявлены те иные нарушения, было холодно дома. И в настоящее время, как мы видим, результаты налицо. Прокурорские меры регионе, конечно, в этот период были внесены акты прокурорские регионе вплоть до возбуждения административного производства. Но, получается, нам не нужны наказанные лица, нам нужны именно результаты работы. И в сегодняшнем заседании мы на глаза посмотрели в действительности со стороны заявителя, то, что в действительности ее права в настоящее время уже восстановлены в полном объеме. Помощь пришла очень своевременно. Состояние человека улучшилось. Ведь было проявлено внимание и забота. Раньше я вообще жила не так. Вообще, как зимовать всю жизнь. Каждый день ждала, как эту ночь пройти. А сейчас со мной все в порядке. Дома тепло стало, и себя чувствую комфорт. Благодаря Саддане Михайловне и области администрации наследия ЖКХ управляющей компании. Ну, они уже вот, благодаря Саддане, они вот уже стали работать. Все делается. Жду и надеюсь, в июне отопление, чтобы у меня зимой было тепло и все комфортно. Принятие закона Якутии о реабилитации участников специальной военной операции и их семей поддерживают многие. Вообще мы все главы района, все главы наследников, все мы уже давно просим чтобы такое было. Вот, допустим, сегодня, как отметил глава наследия, они оплатили вот за тепло
На самом деле, по закону они не имеют права. Бюджетный кодекс не позволяет. Ну, как там, благодаря прокуратуре, всем, как-то умудрились оплатить. Но если было бы законодательно все это прописано, никаких препятствий не было бы. А если будет тот или иной нормативный правовой акт, соответственно, мы будем работать и по этому нормативно-правовому акту. В рамках данного нормативно-правового акта и в рамках федеральных законов мы не можем идти. Если все это будет устроено уже по полочкам, централизировать и надзирать будет очень удобно. Я обращаюсь к органам власти, компетентным и к населению, гражданам, безусловно. У нас с вами есть возможность внести законодательное предложение народным депутатам в парламент республики. Можно это делать через депутатов представительных органов местного самоуправления, потому чтобы у нас действительно была системная работа по реабилитации участников специальной военной операции именно в виде закона. И от нашей передачи просьба: поддержите нас, купив книгу заслуженного деятеля культуры Якутии Галины Шелковниковой. Галина Александровна Шелковникова, отличник культуры СССР, заслуженный работник Министерства культуры Якутии, ветеран педагогического труда. Ее именем названа детская картинная галерея. Ушла из жизни 3 года назад. Ее сын Роберт Лабидес, режиссер-аниматор, член Союза кинематографистов России, ушел из жизни полгода назад. Близких родственников нет. Для подготовки и установки памятника матери и сыну предлагаем выкупить книгу Галины Шелковниковой «Землю Аланхо. Рисуют дети» за 600 рублей. Книга находится в магазине исторического парка России «Моя история». Все вопросы по телефону 8 914 758 111 сообщением или на электронную почту okrup.tv@mailsobaka.ru. Благослови, легко пустевшие, с ним же яйца и нас соблюди во благости Твоей. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи.